Добрый вечер. Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня я предлагаю вам почитать сказки. У меня есть вот такая интересная книжка. Книга удмуртских народных сказок. Она очень красивая. Яркая. Эти сказки я буду читать впервые. Давайте открывать и смотреть, что же там. В содержании указано 3 блока. Это сказки о животных, волшебные сказки и реалистические сказки. В принципе, у всех народов сказки делятся на эти 3 типа. В сказках о животных главные действующие лица — животные. В волшебных сказках всегда случается какое-то волшебство, и герой посредством волшебного помощника или какого-нибудь волшебного предмета решает свои задачи. Обычно ему нужно перебраться в другой мир, например, в Тридевятое царство, через избушку Бабы-Яги. Вот здесь написаны реалистические сказки. Обычно они называются бытовые. Не знаю, есть ли какая-то разница. В бытовых сказках нет волшебства. Действуют обычные герои. Папа-мужик, солдат очень часто. Это я про русские рассказывала. Вот русских не знаем, посмотрим с вами. Ну, я думаю, будем начинать. Жила-была муха. Летала себе в удовольствие. Когда подходила холодная зима, отыскивала себе тепленькое местечко. Устроившись в щели, спала до нового лета, не зная ни забот, ни хлопот. Однажды, однако, проснулась муха зимой и подумала: зачем мне нужно столько спать? Люди-то вон совсем спячки не знают. А чем они лучше меня? Истопили печку и сидят себе в тепле да уюте. Чаи попивают, разговоры разговаривают. Буду жить, как они. Не хочу больше спать всю зиму. Буду летать по избе. Буду садиться на цветы, что зеленеют на окнах. Сказала
сделала. Живет муха день, живет второй. А ведь хорошо я придумала, радуется. Когда муха услышала, что люди входят с мороза в избу и приговаривают: «Иш, иш», ей-то слышится «кыш, кыш». Кого это они там гоняют, думает? Кто это? Где живет и что поделывает? Надо нам непременно познакомиться. Может, друзьями станем. И так ей захотелось узнать, кто живет там за дверью. А люди снова входят с улицы и хыш-хыш приговаривают. Что ж, слетаю на улицу, посмотрю, кто такой есть этот Иш. Может, судьба моя. Мечтала муха, и однажды осмелилась отправиться искать Иш. Только вылетела за дверь, как Иш сковал ей и крылья, и ноги. Не взлететь, не ползти, бедняжке. Ее счастье, что ветром обратно в дом задуло. Оклемалась муха и на печь греться полетела. Зато теперь знаю, что такое Иш. Узнала, где он живет и чем занимается. Я все теперь знаю. Можно и зимой обойтись без спячки, если в тепле пристроиться. Только летом, конечно, много веселее и приятнее. Летом Иш жить не может, убирается подальше. Потому-то мои собратья никогда не встречались с Иш. Никто, кроме меня, его не искал. Одна я опростоволосилась. Пригрелась любопытная муха на печке, разморила ее тепло и не заметила, как беда грянула. Бабушка на печку погреться полезла и легла прямо на муху. Тут и сказки конец пришел. Бедная муха. Надеюсь, вам ее тоже жалко. Нет, с одной стороны, конечно, понятно, да, что люди не будут так. Точнее, не будут просто так говорить. Но ведь муха, она же любопытная, она же решила познать мир. Такая судьба. Я, если честно, не очень... мне в детстве не очень нравились сказки о животных. Я больше любила волшебные сказки про принцесс. Ну, я вообще в детстве очень любила русские сказки про Марью Марьевну. Я не помню, как называется, к сожалению. Но эта сказка, варианты встречаются во многих народах. Там сокол падает с неба и превращается в молодца. Потом еще ястреб падает с неба. В общем, там птицы падают с неба и превращаются в молодцев. И забирают в жены себе прекрасных девушек. Отличные сказки. Так, волшебная сказка я выбрала. Солдат, шайтан и смерть. Кстати, в этой книжке в конце, сейчас покажу, есть словарик удмуртских слов. Поэтому, кто не знает, например, я не знаю удмуртского языка, чтобы читать сказки и понимать, о чем идет речь, здесь вот есть такой словарь. Для этой сказки нам понадобится знать слово шайтан. Так, находим слово шайтан. Так, на букву Ш. Так. Ш.
Однажды солдат возвращался со службы домой. По дороге встретился ему нищий. Спрашивает нищий солдата: «Нет ли у тебя хлеба, служивый?» У солдата было 3 сухарика. Не пожалев, он отдал их нищему. Нищий в обмен дал ему волшебные карты и сумку, говоря: «Если откроешь эту сумку, все, чего попросишь, туда войдет. Если будешь играть в эти карты, никогда не проиграешь». Шел солдат и увидел на пруду гусей. Открыл он сумку и сказал: «2 гуся, зайдите сюда». Так и вышло. Идет солдат дальше. Пришел он в небольшой город и прямо в трактир. Из одного гуся заказал себе закуску, из другого отдал за то, чтобы выпить с устатку. Рядом стояла казарма с разбитыми окнами. Солдат спросил, живет ли кто в этой казарме. Ему ответили: «Там шайтанов полно, потому никто и не живет». «Пойду-ка я посмотрю, какие такие эти шайтаны, в карты поиграю с ними», — говорит солдат. Пошел он в казарму. Шайтаны тут же его окружили, спрашивают: «Что тебе нужно, служивый?» «В карты пришел поиграть». «Играете или нет?» Сели играть. Солдат выигрывает и выигрывает. Старый шайтан посылает и посылает молодых за деньгами. После того, как проиграли последние шайтаны, решили убить солдата. «Не убивайте меня. Сначала в эту сумку войдите, и смерть пусть туда же залезет», — говорит солдат, открывая сумку. Вошли шайтаны в сумку. Смерть тоже залезла с ними. Солдат завязал сумку и пошел прочь. Зашел он в лес, наклонил ветку березы и привязал к ней сумку. Внизу укрепил доску и написал: «Кто будет проходить мимо, пусть ударит по сумке палкой». Сумка провисела на березе несколько лет. От того, что смерть была заключена в сумку, люди перестали умирать. Появилось много стариков, которые стали просить смерти. И шайтаны стали проситься на волю. Пришел к березе солдат, снял сумку и говорит старому шайтану: «Я отпущу тебя, когда ты своей кровью дашь подписку о том, что вы больше никогда здесь не появитесь». Шайтан дал подписку. Тогда солдат выпустил их из сумки, и они убежали. С той поры шайтанов больше не видно. Солдат забыл взять подписку от смерти, чтобы она только к старикам ходила. Потому смерть и теперь не разбирает, кто стар, а кто молод. Как интересно, да, объясняется, почему смерть собирает маленьких детей. Следующая сказка: Фажо и падчерица. Словарик говорит, что Фажо — это мифическое существо, живущее в банях, заброшенных жилищах и постройках. Вроде бы у нас банник называется, да? В лесу живет леший. А в бане банник, да? А здесь Фажо. Итак, Фажо и падчерица. Один мужик женился 2-й раз. От первой жены у него осталась 1 дочь, а от второй было 3 дочери. Не взлюбила мачеха падчерицу. По ее наговору и мужик перестал любить свою дочь. Решили они избавиться от нее. В темный вечер на святках привели нелюбимую дочь в покинутую избушку и здесь бросили ее в подполье, а сами ушли, надеясь, что ее растерзает Фажо. Осталась девушка в темноте и сидит, плачет горькими слезами. Вдруг слышит, кто-то подошел к ней и дает в руки камали с нашитыми монетами. Девушка, выспавшись в подполье утром, вернулась в дом с богатыми камали, унизанными крупными серебряными монетами,
Мужик с женой так и сделали. Свели в ту пустую избушку любимую дочь. И, несмотря на ее слезы, оставили там в подполье. С наступлением глубокой ночи пришел в подполье Важо и спрашивает: «Ты зачем сюда пришла? Что тебе здесь надо?» Девушка со страху едва произнесла: «Мне надо камали, такой же камали, которое ты дал моей Абай». Важо отвечает: тебе надо камали, я дам тебе камали. И кликнул свою ватагу: идите сюда скорее, щекотать ее. Набежало много Важо и защекотали девушку до смерти. Потом поставили ее к стене, повесили на шею связки еловых шишек. Вот теперь ты с камали. На другой день мать прождала свою дочь до самого обеда, а потом побежала смотреть, что делается в избушке. Вбежала в избу, глянула в подполье. Дочка стоит у стены, а на шею навешаны еловые шишки. Мать закричала: «Оленька, что ты не идешь домой?» Из подполья ответили: «Она теперь получила камали». Тут только поняла мать, что любимая дочь погибла, и с горькими слезами пошла домой, раскаиваясь в своей жадности. Очень страшная сказка. Сирота и клад. У одного удмурта умерла жена, оставив ему 2 сыновей и дочь. Сыновья росли драчунами и грубиянами. Они не любили сестру. Еще при жизни отца всячески обижали ее. Когда он умер, совсем выгнали ее из отцовского дома. «Живи где хочешь», — сказали ей братья. Пошла сирота, куда глаза глядят. Шла, до леса дошла. Пошла она по лесу и набрела на старенькую пустую избушку. Там и стала жить. Чтобы не умереть с голоду, работала, не покладая рук. Однажды девушка сидела на лавке у окна и брела. Вдруг в подполье что-то зашумело, загрохотало. Она испугалась и хотела было бежать, да подумала: бежать же все равно некуда, да и зачем? Все равно умирать один раз придется. Тут слышит она из подполья глухой голос: «Можно ли выйти?» «Ну иди, мне все равно, когда умирать», — отвечает сирота. Вот открылось подполье. Оттуда выкатился гроб и медленно подплыл все ближе и ближе к девушке. Когда гроб подкатился к самым ногам, сирота с испугу стукнула по нему веретеном. Гроб рассыпался кучей серебряных денег. Девушка обрадовалась нечаянному богатству и, оставив деньги на полу, побежала в деревню к братьям. Она не помнила на них зла и хотела поделиться с ними богатством. Но когда она пришла в дом отца, братья стали кричать, спрашивая, что ей здесь нужно, и прогнали ее. Так и не сказала она им про богатство. Пошла сирота к своей крестной матери, одинокой старухе. Ей-то и поведала о кладе. Утром пошли они вместе в лес, подобрали в избушке деньги, положили их в мешки. Вернувшись в деревню, стали вместе жить дружно и в достатке. Я поняла, что реалистические сказки — это сказки про такого персонажа, как Лапшо-Петунь. Это удмуртский персонаж, который обладает такими качествами, как хитрость, ловкость, сноровка. И, насколько я помню, он оставляет всех в дураках. Так, сказка называется «Изба с привидениями». Избенка Лапшо-Петуня совсем развалюхой стала. Из всех углов ветер свищет, из косяков труха сыплется, матица, как коромысло, прогнулась. «Остын море, ого-го, что делать,
зиму перезимовать, вздыхает Лапшо-Петунь. Денег нет, лесу за даром никто не сдаст. От заботы до нужды Лапшо-Петунь всю ноченьку глаз не сомкнул. Ладно, хоть табаку было вдосталь, докурил в хотенке, хоть топор вешай, но так ни до чего не додумался. Придется, видно, шалаш поставить, теплее избыта будет, пожалуй, решил утром Лапшо-Петунь и начал копать яму во дворе под шалаш. Избушка рухнет, все будет где приютиться. Копает он день, копает другой, на третий лопата обо что-то звякнуло. Копнул горшок, а как заглянул внутрь, сердце ёкнуло. Горшок полон золота. Пуще прежнего закрученился Лапшо-Петунь, не знает, что делать с золотом. Если власть дознается, затаскают, в каталажке очутишься. Даже жене не посмел сказать про клад, все равно не вытерпит, растрезвонит всему миру. А ведь можно на это золото новую избу поставить, сообразил Лапшо-Петунь. От раздумий и забот почернел весь, щеки впали, нос заострился. Видит Одок. Это, наверное, имя удмуртское, я, к сожалению, не знаю, как ударение. Одок. Одок. Одок, ладно, пусть будет Одок. Видит Одок, неладно с мужем. Уж не захватрал ли ты, Петунь? Что служит до тебя? Али лихо какое? Спрашивает. Ничего не ответил жене Лапшо-Петунь, все сидит, думает. Наконец придумал, как быть. Сначала он решил проверить, может ли жена тайну хранить. Однажды встал с позаранку и открыл трубу. Что это ты делаешь, Петунь? Спрашивает Одок. Не знаю, говорить ли тебе, размышляет вслух Петунь. Если надо. Нет, пожалуй, не скажу ничего, все равно разболтаешься. Ты что, не знаешь мой характер, обиделась Одок. Если надо, из меня слова вожжами не вытянешь. Тогда оно так, улыбается Петунь. Ну, быть по-твоему, только чур не проболтайся. Сегодня проснулся и вижу, перед печкой Галка сидит. Подошла ко мне и говорит человеческим голосом: Петунь, освободи меня, а я тебе все, что душе угодно сделаю. Только свистни, сразу явлюсь. Вот я ее и освободил. Ой-ой, Петунь, привидение ведь это. Что-то будет с нами, заохала Одок. Вот и я так же думаю, привидение. Смотри же, помни уговор. Не заикайся об этом никому. Взял Лапшо-Петунь в руки топор и пошел в лес. Вроде бы лыка трать, а сам время провести хотел, чтобы Одок проверить, сохранит ли она тайну. Возвращаясь поздним вечером домой, притаился у ключа. Вскоре здесь с десяток соседок собралось. Слышали, затараторила рыжая Марфа, у Петуня-то соседка 15 галок вывела. Эх ты, 15, возразила Орина. 30, мне Одок сама говорила. Лапшо-Петунь усмехнулся, да усы покрутил. Вернулся он домой и еще больше жену настращал. Вошел он, мол, в избу, как из лесу пришел, а тут кто-то свистнет, и икона прямо у него на глазах перевернулась. «Привидение это, кузё, привидение!» — запричитала Одок. «Я так думаю», — сказал Петунь. «Давай скорее отсюда прочь, а избу порушим. Дело нетрудное, только ударить по перекладине и развалится. Дай-ка мне топор, я разок обухом стукну». «А где нам жить-то?» — вздохнула Одок. Нашла о чем горевать, забыла разве про Галку. Попрошу у нее новую избу. Одок промолчала. Пусть что хочет делает. Ты, Одок, отправляйся на время к своей тетке, она давно тебя в гости ждет, распорядился Петунь. А я в город подамся. Давно уж людей не видывал, в тоску впал. Как только жена ушла, Лапшо-Петунь насыпал золото из горшка в кошелек и в город поспешил. Там сторговался
кровати, забрался. Вернулась Адок и обомлела. На месте старые развалюхи, новый дом стоит. Да не дом, хоромы. Как же это так, Петунь? Верить ли глазам своим? Воскликнула Адок. А чего тут не верить? Галка помогла. Только ты никому не проболтайся. Вот такие удмуртские сказки. Очень интересная книжка от издательства